Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, как мы знаем, Шахру Рамадан — это месяц соблюдения обязательного поста. Этот месяц возвеличен Аллахом, что Он приносит нам с собой благодать. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, держал пост и других тоже призывал к этому. Асхабы посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, делили годы на две части. За полгода до наступления месяца Рамадан они извещали друг друга об этом, считая дни и месяцы. Они с радостью встречали этот месяц, а проводив его, они бывали грустными, что не проводили такой благодатный месяц. А почему они так радовались наступлению Рамадан месяца? Потому что Рамадан очищает людей от грехов, приносит людям достаток, здоровье, приближая к Аллаху, наставляя на путь сунны. Пост — это защита и сильная крепость, которая охраняет человека от огня. От Абдуллаха ибн Амар, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергается». Как должны вести себя мусульмане при наступлении месяца Рамадан? В первую очередь, мы должны постараться не нарушить пост, потому что сколько людей соблюдают пост, но в судный день им это не принесет пользы, кроме как жажды и голодания. Или они возненавидели кого-то, или совершали недозволенные Аллахом поступки, после чего такие посты не будут приняты. Салафус салих говорили, что самое легкое в соблюдении поста — это воздержание от питья еды, а самое сложное — это воздержание языка, глаз, сердца, слуха, взаимоотношения с близкими и соседями. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-то пожелал с тобой поссориться, то скажи ему, что ты держишь пост. Не ссорься со мной, я не намерен нарушить пост». Ученые-алимы говорят, что если собираешься соблюдать пост, то соблюдай добрые отношения с соседями, не смотри туда, куда не дозволено, не сплетничай. Как мы можем позволить себе недозволенное, когда у нас пост? Ведь Аллах не примет его. Не слушай то, что не тебе предназначено слышать. В месяц Рамадан запретно есть. Также запрети себе увидеть, слышать и говорить недозволенное, оберегая свое сердце, близких и соседей. Тот, кто соблюдает пост, должен вставать на сухур. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вставание ночью на сухур является благодатью. Кто-то может сказать, что ему и без сухура нетрудно держать пост. Но посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если ты не выпьешь на сухур, кроме глотка воды, больше ничего, и то в этом заключается благое. Потому что, встав на сухур, ты не ляжешь, не произнеся имени Аллаха, не помолившись, не вспомнив Аллаха, ведь ты проснулся из-за того, что вспомнил Аллаха. В таком случае, с кем тебя запишут? С теми, кто вставал на сухур. К благодати, баракат, пищи до рассвета сухар относится то, что если человек намеревается посредством ее употребления приобрести силу повинования Аллаху, то это становится поклонением. Абу Умама рассказывал, однажды, когда призвали к молитве, у Умара в руке был стакан, и он спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Допить мне это, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Да, допей». Проснувшись на сухур, произнеси «Астагфируллах», тогда тебя запишут с теми хорошими людьми, о которых рассказывали, что они вставали на сухур. Аллах обращается к своим рабам. Не просит ли никто о прощении
или о чем-то другом, чтобы простить его и дать ему то, о чем он пожелает. Если ты встаешь на сухур, то ты попадаешь под ту категорию, кого Аллах прощает, и совершает тахаджуд намаз, особенно в месяц Рамадан. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тахаджуд намаз очень значим после обязательного намаза, при совершении которого получают ответ на мольбы. Это сунна авлия и приближенных Аллаху рабов. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-либо совершит ночной намаз в месяце Рамадан с твердой верой и надеясь быть вознагражденным, его прошлые малые грехи будут прощены». Скажем, что днем на работе или занятия чем-то другим мы можем не успеть пойти в мечеть помолиться, но утренний намаз обязательно надо совершать в мечети в месяц Рамадан. В одно и то же время ты идешь на утренний намаз, и это время называется фаджра, и оно очень значимо. Аллах сказал в Коране, что клянется ею, 1000 ангелов спускаются в это время на землю, принося с собой благое от Аллаха. Именно в это время, идя в мечеть, совершая поклонения, читая аскары, прося прощения Аллаха, поклоняясь Аллаху, мусульманин может встретиться с ангелами, которые несут на землю 1000 добрые, благодатные вести. В то же самое время другие ангелы поднимаются на небеса, неся с собой наше поклонение Аллаху от нас. Если мы будем стоять в мечети и совершать джамаат намаз, в то время, когда ангелы показывают Аллаху наши благодеяния, как же Он будет доволен нами? Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, каждый понедельник и четверг держал пост, так как в эти дни ангелы поднимаются на небеса и показывают наше поклонение Аллаху. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что ему тоже захотелось преподнести свои поклонения Аллаху соблюдением поста и совершением утренней молитвы. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил совершать таравих намаз. В Мекке и Медине мусульмане до рассвета совершают таравих намазы. Некоторые каждый год до конца читают Коран. Уважаемый брат, если у тебя хватит сил совершить 4 намаза в мечети за имамом, сколько благословения ты себе заработаешь. Уважаемая сестра, если ты не можешь пойти в мечеть, ты можешь совершить таравих намаз у себя дома. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, остерегавшись, что его сделают обязательным, не совершил таравих намаз в мечети, чтобы мы не оказались в числе несчастных из-за того, что Аллах сделал бы его обязательным, а мы не стали бы его совершать. Поистине, после этого Умар ибн аль-Хаттаб, радiyallahu анху, и другие стали совершать его в мечети. После вечернего намаза наступает ночь. Если в месяц Рамадан ночью совершать поклонения, поминая Аллаха, оживляя ночи, то занимаешь определенное время в мольбах. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это время, когда Аллах отвечает постящемуся: проводи время за молитвой, будь ты в дороге, в машине или дома. В любом состоянии читай молитвы, проси за себя и за своих родственников дозволенное Аллахом и необходимое тебе в жизни, остерегаясь именем Аллаха от того, что может навредить тебе в судный день. Особенно в месяц Рамадан подавай милостыню, даже если это подаяние незначительное, но перед Аллахом оно будет иметь большое значение. Садака – средство защиты от адского пламени. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к своей умме со словами: «Защитите себя от огня ада пожертвованием хотя бы половинки финика». Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если вы пригласите на разговение мусульманина, то вам полагается столько же воздаяния, сколько и тому, кто держал пост. Если пригласить 3 или 4 мусульман, то за них тоже полагается воздаяние. Нет разницы, кого пригласишь – брата, соседа, родственника или друга. Если за твоим столом они совершат разговение, то от всех их постов тебе полагается вознаграждение от Аллаха, так как ты укрепляешь родственные узы. Ты будешь одним из тех, кто проявил уважение к месяцу Рамадан, и Аллах ответит на твои молитвы». Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что 2 радости будут для постящегося. Одна в этом мире –
Целый день он голодал, остерегая глаза и уши, а вечером поел. Воды выпил, и ему радостно, на душе стало легче. Вторая радость будет ему в судный день, когда он предстанет перед Аллахом, и раскроются райские врата Раяна. Мусульманин должен переживать, что скоро закончится месяц Рамадан. В этом месяце все грехи молотятся, долги и горе молитвой облегчаются. В молитвой просишь Аллаха своих близких и родственников. С наступлением месяца Рамадан приобретай себе книгу или дневник, где записаны молитвы или аскары, и учи каждый день по 1, 2, 3 молитвы. В Коране Аллах говорит о хороших людях, которые утром и вечером поминают Аллаха. Вот из этих хороших людей, которые поминают Аллаха утром и вечером, ты и будешь. Пусть милостивый Аллах сделает нас из тех, кто ценит, любит, уважает месяц Рамадан, не ожидая его конца. Пусть Аллах даст нам возможность таким образом соблюдать наши посты. Да поможет в этом Аллах всей умме своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям.